Здравствуйте, уважаемые зрители! Разрешите представить сегодняшних участников нашего обсуждения. Это общественный деятель Динара Ашурахунова и Тимур Шайхутдинов, сопредседатель сети «Гражданский союз за реформы и результат». А поводом нашей сегодняшней встречи стала другая встреча, которая прошла 19 июля, вызвала большой резонанс. Это диалог президента Кыргызской республики Сооронбая Жээнбекова с представителями гражданского общества, экспертных кругов, неправительственных организаций и альтернативных политиков. Встреча уже получила определенное освещение в СМИ. Вы, наверное, уже в курсе, что это было, о чем там шла речь, какие итоги были достигнуты. Мне показалось, что итоги, они действительно были. И наши гости, непосредственные участники того собрания, и нам, конечно, мы не упустили возможности пригласить вас поговорить о том вообще, что это было, да, какое впечатление вы получили, чем зарядились, какую перспективу, может быть, для себя начали рисовать с учетом того, что президент Жээнбеков протянул руку гражданскому обществу, предложил сотрудничество в решении наших многочисленных проблем, нашего государства, общества. Телевизионная картинка – это одно. Интервью в СМИ участников – это другое. Давайте сегодня, может быть, немножко более раскрепощенно, более раскованно, да, и более вдумчиво и критично вообще оценим это событие. Очень интересно, конечно, вообще, что было за кадром, да, о чем говорили между собой сами участники. Да, не на микрофон, не на камеру. Действительно ли эта встреча, ее можно назвать предвозвестником какой-то бархатной революции, да, в Кыргызстане, или так называемой революции верхов. Вот то, что мы давно ждем, то есть государство становится пионером, локомотивом реформ, позитивных изменений. Обещаний всегда дается очень много, но, к сожалению, настолько же мало все и делается. Как на этот раз? Для начала я, наверное, скажу про предысторию этой встречи. Эта встреча совсем не случайна, и она не случилась вот так внезапно. Эту встречу мы запрашивали с начала этого года, а особенно мы начали интенсивно говорить о том, что президент должен встретиться с гражданским обществом после его встречи со средствами массовой информации, потому что в нашей памяти все президенты встречались с гражданским обществом, и раз президент в начале года решил встретиться с журналистами, то мы подумали, что почему бы ему не встретиться и с гражданским обществом тоже, потому что, понимаете, он же не тот политик, которого всегда все знали, видели, поэтому мало кто что знает, ожидания очень разные, и поэтому гражданскому обществу хотелось понять, что ожидать от этого президента. Что ожидать от Жээнбекова? Но в феврале, когда мы сделали запрос, в феврале в аппарате президента создали рабочую группу по совершенствованию законодательства по взаимодействию гражданского общества и государства. И эта группа из 20 человек состоит, из них 17 из государственных органов, 3 из гражданского общества, в том числе я, и Надежда Брицова, и какой-то эксперт Уран Раскальдиев. И мы думали, что эта рабочая группа создана для того, чтобы мы начали создавать эти механизмы.
Но 3 встречи у нас было, на 2 встречах мы говорили о том, чтобы нужно создать какую-то концепцию все-таки взаимодействия. Механизмы вроде бы есть, но непонятно, иногда вообще большей частью государство нас воспринимает как какую-то некую радикальную силу, оппозицию и так далее, и так далее. Поэтому мы внутри рабочей группы у нас были очень большие споры, но на третьем заседании мы уже представители гражданского общества, мы предъявили, что, знаете, мы уже 3 раза встречаемся, а мы хотели бы встретиться с президентом, давайте встречаться с гражданским обществом, и давайте у них спросим, да, какая нам нужна концепция или какие нам нужны механизмы и вообще нужно ли нам это взаимодействие, каким оно должно быть. И потому что мы с начала года это все спрашивали, Мира Карбаева, зав. Отделом по взаимодействию с гражданским обществом, она сказала, что она уже разговаривала с президентом, и президент готов согласиться. Это было в конце июня. Но она сказала, что он очень занят, у него плотный график, и поэтому они будут смотреть возможности, когда эта встреча произойдет. И потом я узнала, что эта встреча где-то планируется примерно после 16 июля, потому что он уезжал на инаугурацию Эрдогана. И тогда когда последнее, 3-е заседание было, мы обсуждали, как мы будем на эту встречу, каких людей вообще, кто будет приглашаться. И мы тогда предлагали, что обычную нашу формулу, когда даются квоты разным НПО по разным направлениям, да, и они потом сами уже делегируют людей. И Мира Карбаева, оказывается, предложила президенту эту формулу, он сказал: нет, я знаю гражданское общество, я знаю, кто там активен, и я сам отберу этих людей на участие. То есть, поэтому участников отбирал, насколько я так поняла, президент сам. И исходя из того, кто какой активностью занимается. И собственно, такая предыстория, поэтому она не была внезапной. И я хочу сказать, что я надеюсь, что раз такая рабочая группа была создана по совершенствованию взаимодействия, то я надеюсь, что и по словам президента, который отвечал всем нашим участникам на той встрече, что эта встреча не последняя, и у нас есть надежда, что эта встреча продолжится, тем более, что он с отдельным участником по каким-то темам, он прямо сказал, что он будет с ними встречаться прямо отдельно, и это обнадеживает, потому что раз эти проблемы мы поднимали разные, он готов, он не убегает, он сказал, готов обсуждать. И он честно признался, что госкадровая политика и вообще потенциал государственных органов, он действительно хромает, и не нужно прямо сильно нам ожидать, что прямо они все понимают, что нужно делать реформы и как нужно делать реформы. И поэтому он призвал нас к сотрудничеству. Сейчас очень много комментариев в интернете, и часто повторяется мысль под фотографией общей, что те люди, которые здесь через какое-то время будут либо чувствовать гордость, либо чувствовать вину. Интересная мысль, но с другой стороны, конечно, каждый отвечает сам за свои поступки, и от того, примет, поймет и начнет соизмеримо этому действовать президент или нет, конечно, это его воля, его будет решение. Так или иначе, встреча прошла открыто. А мы были удивлены, что мы ожидали, я, например, ожидал, что она будет длиться 2 часа около, а длилась она почти 4 часа. И на самом деле глава государства старался отвечать на каждый комментарий после того, как 5 человек ответили. То есть по 5 человек отвечали, был регламент 3 минуты, и на все предложения 5 человек он давал свою реакцию. Возможно, что-то не было конкретного, где-то он ограничивался общими фразами, оно и понятно, потому что настолько разный состав, настолько разные темы, начиная от экологии, заканчивая правами человека и экономическими вопросами, и
там, я не знаю, поддержка молодежи. Понятно, что глава государства не мог очень четко обозначить свою позицию на все предложения. Но в итоге он заявил о том, что подобный формат будет продолжаться, и встречи будут проходить уже по тематическим блокам. Да. И получится у него, то есть сдержит он свое обещание или нет. И самое главное, вот часто спрашивают, оправданы ли ваши ожидания. На самом деле ожидания ведь не в словах и не в самой встрече. А что после этой встречи будет меняться? Будет ли меняться его повестка политическая по реформам? И будет ли меняться и открываться государственный сектор? Потому что мы воспринимали эту встречу как возможность усилить наше партнерство со всем государством, потому что многие чиновники смотрят на президента. Президент закрывается государственный аппарат. Президент открывается государственный аппарат. Посмотрим. Ну, с нашей стороны, большинство, не все, но большинство выступающих касались системных реформ в разных областях. Очень часто повторялись три мысли, да, это реформа судебной системы и обновление судейского корпуса, потому что те судьи, которые запятнали себя коррупцией и политическими делами, они не могут быть в новой судебной системе, если мы говорим о реформе. Да. Это первое. Второе, это, конечно, милиция. Вот, например, я обозначил позицию, что правоохранительные органы необходимо реформировать, и все эти десятилетия нас кормили лишь обещаниями и пустыми бумажками. Была имитация реформ, и президент не обладает полномочиями запускать механизмы, это правительство, это, значит, парламент касательно милиции, но президент может задать некий курс, вектор и показать всем государству, что все это серьезно и не ради галочки. И еще один момент тоже мне понравился, я об этом не говорил, но коллеги обозначали, это органы национальной безопасности, которые за все эти годы были инструментом репрессий и создавали большие проблемы для нашей страны. И многие революции, которые произошли, если так откровенно говорить, они в том числе благодаря вот этой медвежьей услуге со стороны органов национальной безопасности, реформа ГКНБ, создание условий для контроля, гражданского и парламентского контроля за ГКНБ, эти вопросы тоже были. Что не понравилось, ну, конечно, это отсутствие конкретики, но опять же это связано, как я говорил, с разбросом тем, и время должно показать, что-то поменяется и начнутся ли реформы после этой встречи. Но в целом есть надежда. И надежда на то, что такие встречи будут дальше продолжаться. Важно, чтобы они были в следующий раз в открытом режиме, потому что мы видели в Фейсбуке и в других ресурсах критику, что почему закрытый формат. Но на самом деле общество имеет право знать, о чем президент говорит с гражданским обществом. Может быть, в следующий раз формат будет более открытый. Но начало положено в любом случае. Кстати, про формат мы, конечно, все понимаем, что есть очень много критики, почему эта встреча случилась закрытой, почему она не открыта, без СМИ. Но вы понимаете, такую группу ни один президент не собирал. Группа была достаточно собрана, Мавлян Аскарбеков, да, Тимур Саралаев, Адиль Турдукулов, то есть Чолпон Джакупова, или кто бы там, да, не был, вот всех если взять, это люди, которые opinion-мейкеры, это люди очень активные, очень критичные, и с самого начала критикующие президента, поэтому мы все и во время выборов тоже высказывали свое мнение, и после результата выборов. Поэтому это, наверное, была встреча такая, сначала хотя бы вообще нащупать, а есть ли возможность. Поэтому я думаю, что и не пригласили СМИ, чтобы не случилось этого какого-то ненужного ажиотажа или скованности, когда все начинают цензурить просто потому, что и вы потом неправильно преподнесут или неправильно поймут. Но то, что КТР и ЛТР засняли, я думаю, они все-таки покажут полностью, без всякой цензуры и вот этих монтажей. Я думаю, что это, наверное, все это все-таки сделать, потому что они убедились, что
И мы все убедились, что ничего такого не произошло. Потому что когда мы шли, нам действительно говорили, что это будет встреча 2 часа, каждому дадут 3 минуты. Мы все уже думали, что можно сказать вообще за 3 минуты. Сценарий должен был быть такой, что после 2-часовой выступления всех участников он там 15 минут выступит и уйдет. И мы думали, ну как, ну что, ну хорошо. Никто ничего не ожидал уже. Уже многие говорили, да, что ждать, ну давайте сходим, раз как бы уже надо сходить, надо посмотреть, но так ожиданий высоких не было. И когда мы приехали и сели, вот мы целый час там сидели, вообще ждали, да, с 9 до 10 ровно мы сидели, нас завели в зал, и мы сидели, ждали. Ну, конечно, мы выходили, прямо вот таких особенных переговоров не было, но до этой встречи мы тоже не знали, кого пригласили, поэтому созванивались, тебя пригласили, тебя не пригласили. И вот так мы пытались скоординироваться, чтобы не было повторов, кто какие вопросы, какие темы задаст и как мы это будем делать. Поэтому такая некая координация с некоторыми нашими коллегами у нас была. Когда он пришел, и они нам не сказали, что встреча будет 4 часа, мы все были заточены на 2 часа. И вот он когда сказал, я вот по 5 человек сейчас пущу, 5 человек высказываются, потом я отвечаю, и мы уже видели, уже проходит 1,5 часа, и всего 10 человек высказалось, у нас началась паника. Вот у остальных у нас прямо началась паника, потому что мы уже поняли, что все, нас обманули, сейчас они, вот 2 часа пройдет, там на какой-то там 11 или 15 участнике все остановится, и мы все, короче, уйдем, и это половина разочарованных, потом это уже будет, ну просто, да, я не знаю, что будет. И вот в какой-то момент мы с Чопон Единовной начали разговаривать, и она говорит, может спросим, я говорю, давайте спросим. И она спросила, говорит, слушайте, говорит, ну уже 1,5 часа прошло, говорит, у нас полчаса всего осталось. И он тогда сказал, говорит, нет, говорит, я буду здесь сидеть до 2 часов, то есть 4 часа. И после этого мы все так, вот успокоились, и понятно, что все сконцентрировались на этой на разговоре. Такой конкретики не было, но, знаете, он, судя по тому, с кем он вообще, как бы, с кем он предложил встретиться еще дополнительно, это была, насколько я поняла, Динара Аляева, это по линейному, нет, он не, вот интернаты, тема, он очень живо заинтересовался, да, религия, Кадыр Маликов, когда это говорил. То есть, в принципе, всем он, да, Тамерлану Ибраимову он вообще предложил там возглавить реформу ГАИ. То есть он очень многие... Да, и знаете, это такой этот был, очень такой хороший айкидо ход, наверное, потому что, как бы, ну, вот вы говорите об этом, да, а давайте вместе. И понятно, что человек, который будет поднимать эту тему, он уже должен точно уже даже дать рекомендации четкие, да, уже знать, как это делать. Потому что одно дело, когда ты говоришь, я хочу, чтобы были реформы, а другое дело, когда тебя приглашают, уже говорят, давай, делай реформы, и ты понимаешь, что у тебя, в принципе, тоже нету такого четкого видения и так далее, и так далее. И очень хорошее это было со стороны Эльвиры Лебезовой и Гульмира Ванкелева. Они говорили об экспертном потенциале и вообще аналитическом потенциале. То есть они сказали, что очень много проблем в том, что как бы все пытаются взяться и делать реформы, но нету какого-то вот такого предварительного анализа четкого, да, и вот этой дорожной карты, которая построена на конкретных аналитических вещах, что аналитика, она должна сопровождать любую реформу, да, экспертная вот такая помощь. А у нас это, получается, делают люди, которые абсолютно не приглашают ни экспертов, ни аналитиков. Может, поэтому эти реформы тоже не идут. Ну и политическая воля, конечно. Но он сказал, что он готов. А самое то, что он нам все время это говорил, это он нас призывал сотрудничать в борьбе против коррупции. В борьбе против коррупции. И я хочу сказать, что мои коллеги, они тоже поднимали вопрос, что у нас борьба с коррупцией действительно превратилась в какой-то карательный процесс, когда борются с последствиями и сажают, то есть очень такие карательные меры. А вот такого профилактики или предотвращения, раннего предупреждения коррупции у нас абсолютно никакой не ведется. Он с этим тоже согласился. Ну, не знаю, то есть вот сама встреча. И, кстати, мы еще тоже предлагали, что
эти встречи должны быть постоянными. Я сразу скажу, что когда президент Атамбаев только избрался, и в 2011 году с нами встречался, он тоже тогда говорил, да, он говорил, что давайте сотрудничать, дайте мне время, реформа это нелегко, и как бы так далее, и мы с вами еще будем встречаться. Он так говорил. А вот потом ничего не случилось, случилось даже хуже. Да, случился вообще полный раскол, постоянное обвинение гражданского общества, журналистов и политических оппонентов. Поэтому как бы здесь мы все время все немножечко боимся прогнозировать, что будут ли эти встречи. Конечно, мы надеемся, что будут встречи, но у нас есть такой печальный опыт, да, что да, президент встречался, заручался поддержкой, мы все говорили, ой, здорово, теперь у нас есть встреча, пиар-ход, да, случался, а потом раз, и нету больше никаких встреч. Поэтому здесь я надеюсь, что он не будет повторять таких ошибок предыдущих президентов. Я бы еще, знаете, отметил, что никто не пытался цензурировать и заранее согласовывать с нами наши выступления. Я думаю, такой хороший сигнал, что не было попыток нас ограничить в чем-либо. Были довольно такие критичные комментарии, хотя большинство из нас придерживались определенной там середины, да, но в целом нас никто не пытался сдержать. И 3 минуты, кто-то говорил даже больше 3 минут. Но 3 минуты это тоже было логично, да, потому что когда у вас 40 человек, невозможно там по 10 минут, чтобы каждый выступал. Тогда бы встреча бы закончилась вечером, и никто бы ничего не понял. Да, я бы еще отметил вопрос развития регионов, потому что Сооронбай Шарипович об этом тоже говорил, о том, что сейчас запускаются процессы разработки стратегии реформирования МСУ, потому что есть понимание, и некоторые участники, по крайней мере, тоже согласились с этим, что регионы – это сила, и от того, как мы сейчас построим местное самоуправление, да, усилим его, дадим возможность больше свобод, да, и решать вопросы местного значения самостоятельно, от этого зависит в целом развитие страны. Например, я обозначил вопрос выборности мэров населением, потому что население должно решать все-таки, да, а не различные группы, которые попадают в городские кенеши, потому что критика очень сильная и в Бишкеке, и в Аше того, кто становится мэрами, насколько они подотчетны перед людьми. Этот вопрос был поднят, о такой четкой позиции от него я не услышал, но я надеюсь, что и это, и другие наши предложения, даже если они не были восприняты сразу, они дадут какую-то вот точку, такой вот толчок, да, для того, чтобы президент все-таки подумал и определился со своей позицией более четко. Ну и, конечно, Динара абсолютно права, что и другие выступающие на мероприятии, что реформы, которые запускаются, всегда упираются в человеческий потенциал тех людей, которые все это ведут. Не всегда его достаточно. И здесь глава государства, государство в целом может опереться на экспертное сообщество. Везде, по всем направлениям у нас есть профессионалы. Не всегда они востребованы государством, но эти люди могут сослужить такую хорошую помощь и сделать реформы не только на бумаге, чтобы они давали результаты, чтобы они опирались на основе анализа и международного опыта. Вроде бы президент тоже с этим согласился. Ну и опять же, да, такой важный момент. На самом деле Динара абсолютно права. У нас все президенты всегда, да, вот возникает первый год такая фаза открытости, больше открытости и желание что-то делать, желание сотрудничать со всеми группами общества. У Сооронбая Шариповича сейчас есть исторический шанс. Вот в течение, может быть, года запускать позитивные реформы и опираться на гражданский сектор. Воспользуется он этим шансом или не воспользуется, но это время покажет. Но с нашей стороны на встрече все было сделано, чтобы президент понял,
что мы являемся потенциальными союзниками для реформ, а не критиками. Да, вот вы знаете, на что обратил внимание, как раз когда обсуждали момент как бы того, что не было онлайн показа встречи, ну, было очень много недовольных, да, которые называли закрытый формат, ну, скажем так, вот, они это использовали для обвинений, там, закрытости, да, в какой-то келейности. Но встреча прошла, мы получили первые отклики, и знаете, что странным показалось и для меня, да, и для остальных, вот судя по моему личному мониторингу социальных сетей, открытый эфир тоже много бы, наверное, ничего не дал, потому что ничего сверхъестественного, революционного сказано не было. Все те правильные идеи, замечания, предложения и критика, которые были озвучены общественниками, это все хорошо известно, потому что этим они занимаются на протяжении многих лет, 24 часа в сутки в своих социальных сетях, в доступных для них средствах массовой информации, и эти люди говорят. То есть в этом плане, да, никакого эффекта открытия не было. Информационный эффект, наверное, заключался вот в этих вот, ну, в комплементарности, да, в адрес президента, какой он оказался открытый, да, простой, вот, поговорил по-человечески с людьми, выслушал их, пообщался. И в связи с этим возникает вопрос, а чего тогда ждет гражданское общество от этой встречи? Мы знаем график президента, да, вот как раз когда, Динара, вы говорили о том, что хорошо, чтобы эти встречи сделать регулярными, да, а я думаю, еще было бы лучше, если бы они были периодическими, и, то есть была бы известна уже дата следующего, да, собрания, пусть даже там по тематическим отделениям, тогда мы могли бы хотя бы выстраивать, да, некую такую временную линию и сверять ее с реальными какими-то изменениями. Вот. А так, без этого, когда будут изменения? Вот мне непонятно. И в чем, скажем так, профит для вас? Вы что теперь можете распечатать эту фотографию с президентом, да, взяв ее, открывать пинками двери чиновников, да, трясти их, требовать, или угрожать, вот я буду жаловаться президенту. Вот что, да, вот в какой практической плоскости теперь все это можно повернуть? Потому что лично я боюсь, да, что эта встреча так и останется, да, скажем, таким светлым пятном, которое потом будет обрастать мхом, знаете, вот этого забвения, да, разочарования, да, что ну вот один раз встретился, поговорил, больше ничего не меняется, а где же те самые обещания? Потому что, согласитесь, я не хочу быть пессимистом, но слишком часто уж мы разочаровывались. Знаете, в чем профит? Да пока еще ни в чем. Наверное, в том, что просто нужно сказать, что мы не такие оказались страшные люди, да, которых никак ни к одному государственному органу на выстрел пушки нельзя пускать. Это мне так кажется. И это сигнал еще и депутатам все-таки, потому что с парламентом мы работаем. Парламент у нас, как казалось бы, такой представительный орган, он тоже недостаточно открытый. Из 120 депутатов мы работаем только с 20 от силы. Представляете, мы же их вот так пальцами считаем. Остальные 100 мы их даже не знаем и никогда не узнаем. Даже если встретим на улице, никто их не узнает, что это за человек. Разве что по депутатскому значку. И это для них должно стать тоже сигналом, что, извините, то есть надо встречаться. Надо встречаться, нужно быть открытым, нужно, да, какая бы там резкость ни пошла, но опять же, вот, как говорили, да, это всегда так кажется, что вот если мы сейчас встретимся, вот там разругаемся. На самом деле именно вот эта встреча, она разглаживает
вот эти предубеждения, да, это мы начинаем узнавать, что, оказывается, не так страшно, что я сказала вам, и что вы ответили мне в ответ, да, и, в принципе, оказывается, мы можем понять друг друга. И это разглаживает вот это недопонимание, хотя бы вот какой-то лед топит. Вот в этом, может быть, профит произошел, да. Топит лед, то есть, потому что в СМИ нас показывают как людей, которые абсолютно персона нон-грата, так в любых, там, даже на общественных каналах нас не пускают, да, вот так далее, так далее. И очень редко нас вообще вот таким общим этим людей могут собрать, делать совместно какие-то обсуждения. Обычно нас берут маленькими такими кучками, такими дозами, дозируют. Вот в этом. Но мы говорили о том, что периодическая, причем разумная периодичность. То есть мы не ждем, что это должно быть каждый месяц или даже квартал. Но полгода, да, хотя бы один раз. И да, было бы хорошо. И я как раз в своей речи, я как раз и предлагала, что вот или мы при вот этой рабочей группе разработаем этот формат, план, даты, темы участников примерных, или пусть они уже сами это решают, но вот этот формат нужно готовить. Или же создавать из участников и аппарата президента временную группу, которая предложит самый такой оптимальный формат, оптимальную периодичность и такие темы, да, по очередности. Вот. Ну, пока мы еще, он сказал, что да, как бы он готов встречаться системно, по тематикам, секторально, вот, но больше он пока ничего не сказал, и мы, наверное, и нам даже не сказали, когда вообще, вот мы же там не только говорили устно, очень многим участникам вообще, когда услышали, что будет встреча с президентом, передавали очень много обращений. Мы эти все обращения письменно им отдали. Но когда это все обработают, когда будет вот этот результат, резюме, да, что вот встреча произошла, она произошла так-то, теперь будет вот так. Вот мы тоже хотим это услышать, потому что мы этого не услышали так. Ну, к сожалению, мы этого не услышали. Но я надеюсь, что просто сейчас лето и так далее, где-то ближе к концу августа все-таки мы получим этот ответ, когда скажут, все, мы это все обработали, какие-то ответы, и вот формат мы будем разрабатывать или сами, или вместе с вами, или в этой рабочей группе. То есть это все будет известно, наверное, чуть позже. Поэтому нам нужно просто запастись терпением и подождать. Ну а если мы, даже вот уже сентябрь наступит, и мы ничего не услышим, я думаю, что мы все равно будем обращаться, писать открытые обращения, что дальше. Да? Ну, как бы встреча произошла, что дальше. То есть мы не собираемся сидеть и просто как бы ждать. Если своевременно мы не получим эту информацию или вот не выдадут, то понятно, что мы, конечно же, будем задаваться вопросами. И этим вопросом будут задаваться и СМИ сами. Они будут нам задать, ну и когда, ну и где ваша встреча, и что будут результаты. Это в любом случае все будут задавать. И я думаю, что президент и его аппарат это все прекрасно понимают. Поэтому я думаю, что профит будет в будущем. Надеюсь. Ну, польза, она понятна, да, что в целом государственный аппарат смотрит на президента. Он открыт, значит, открывается государственный аппарат. Не только в Бишкеке, в регионах. Я думаю, что польза, если так пойдет, да, будет не только для нас, непосредственно для участников этой встречи или для наших организаций, но и в целом для гражданского сектора, в том числе тех людей, которые не были на этой встрече. Потому что мы надеемся, что государственный аппарат, муниципальные органы, региональные органы тоже будут смотреть на президента как на образец, да, поведения и станут открываться не только для встреч, потому что встреча – это лишь формат передачи информации друг другу, а для партнерства, для решения конкретных насущных задач, страновых, либо на местном уровне. Поэтому здесь есть надежда, что, но все-таки, любой глава государства, он ограничен
часто, да, ограничен своим окружением. И понимание окружения, что делать по тому или иному сектору, по милиции, по судам, по экологии, по социалке, да, оно становится, иногда глава государства становится заложником этого понимания своего окружения, своих ближайших людей. И есть вот самый главный, да, профит в том, что я думаю, что мы смогли новые каналы, да, передачи информации, передачи разных альтернативных идей наладить для президента. И это, конечно, большой будет плюс, если он это поймет, если эта встреча не будет последней, если, как он и обещал, эти встречи будут продолжаться, но уже в формате секторов, да, то есть, может быть, экологи отдельно, бизнес отдельно, правоохранка и суды отдельно, социалка отдельно. Но чего вот я опасаюсь, да, и вот в наших комментариях вообще политиков, да, в стране, мы опять начинаем уповать вот только на одно лицо. Конечно, это не есть правильно. Глава государства, безусловно, уважаемая и ключевая персона в госаппарате, мы должны с ним работать, но большое значение имеют действительно, да, депутаты, правительство, которые перестали быть источником, понимаете, принятия таких стратегических решений. Ведь это тоже не потому, что, может быть, президенты такие, или потому что мы вот постоянно смотрим на главу государства. Просто они не берут ту ответственность, которая уже прописана у них в Конституции. Например, то же самое, и эта тема тоже поднималась на встрече, парламентский контроль за там, различными секторами, да, в том числе органы национальной безопасности, либо правоохранительный блок. На бумаге такие возможности существуют, в реальности они не решаются это делать. И у нас такая практика, принимаются законы, и все, да, на этом. Мы приняли законы, дальше как они реализуются, Джугурку Кенеш не отслеживает. То же самое правительство, они не всегда, и мы это видим сейчас, решаются брать ответственность, потому что, а что скажет на этот счет президент? Здесь важно не только воля и вот изменение мышления главы государства, сколько всех. И да, нужно, чтобы это стало сигналом для других ключевых государственных органов, для Джугурку Кенеша в первую очередь. Надо прорабатывать форматы сотрудничества, не просто встреч, да, а совместной работы. И тогда мы можем говорить о реальном таком широком партнерстве. Ну а мы, в свою очередь, если вернуться к этой встрече, сделали все от нас зависящее. Может быть, где-то даже поумерили критические такие, по большому счету, гражданский сектор, он критичный, да? Но поскольку это первая встреча, это притирка друг к другу, да, мы понимали это, оставаясь принципиальными, мы не срывались на какие-то там крики там, и необоснованные критики, да? И таким образом мы сделали все возможное, чтобы такая встреча дальше продолжалась, и чтобы со стороны государства и президента не было опасений. Мы можем быть стороной для диалога, но не просто для диалога ради диалога, а для развития этой страны. И вот еще одно предложение, не предложение, а сразу хочу сказать. Те 40 участников, которые были приглашены на эту встречу, они не собираются монополизировать эту площадку. То есть, когда все говорили о том, что эти встречи должны быть постоянными, они не имели себя именно в виду. Они имели в виду вообще широкий круг. Это бизнес, это политические партии, это любые другие люди, с которыми он должен встречаться. То есть, когда речь идет о последующих встречах и вообще о системных, да, нужно понимать, что все эти 40 участников, когда они говорили, да, никто из них сразу же не требовал, что встреча должна быть только вот с этим кругом и только с ними. Все говорили о том, что эти встречи должны быть с разными акторами, с разными представителями гражданского общества по разным темам. Вот это важно. Вот вы знаете, вот все время думая, да, как же все-таки обозначить формат, мне вспомнилась табличка. Она в советское время была на дверях чиновников, может быть, и до сих пор такая сохранилась. Просто я сейчас уже как бы... Я и тогда не ходил, да, это по кинофильмам
просто я помню, прием граждан по личным вопросам, да? Вот скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы вот это мероприятие, безусловно, с большим потенциалом, да, не превратился в прием граждан, да, там, пусть даже не по личным, да, а по каким-то, но все-таки их вопросам, да, вот Тимур, он постоянно обеспокоен вопросами там, правоохранительной системы, да, как ее исправить. Динара, мы вас знаем как человека, который очень большой вклад внес в постоянное реформирование, изменение избирательной системы. Да. А вот как этому всему можно придать концептуальность, системность и цельность? Вот вы поговорили с президентом, да? Вы, как говорится, там сидели с ним там, в одном помещении, общались, вы смогли прочувствовать его ауру, да? Вживую нарисовать какой-то его там, образ человеческий. Вот. И с учетом этого, вот как вы думаете, вот, могли бы вы вообще дать совет, и каким этот совет был бы президенту, да, вот, как найти тот вот, спусковой крючок, да, после которого наши реформы станут необратимыми, самое главное, да, и самое главное комплексными. Вот, ведь это на самом деле очень большой вопрос, об котором мы спотыкаемся уже 30 лет. Все понимают, что нужно менять, но никто не знает, с чего нужно, как распределять силы, финансы. Потому что реформы, мы знаем, это еще и дорогостоящее дело. Вот, знаете, на это меня натолкнул еще пост нашей общей знакомой, хорошей Клары Сорункуловой, да, которая сейчас находится в Грузии, да, и она с большим удивлением написала, что я как человек, который всегда считал, что все изменение начинается с судебной реформы, вот в Грузии увидела, да, что нет. То есть там такие же вопросы, там такая же критика к судебной системе, но это не помешало бурно развиваться другим отраслям. Да? Я же не просто про туризм говорю, да? Это уже как бы общеизвестно стало фактом. Меня поразила, например, информация, вот, про которую Клара Сорункулова написала, очень сильные изменения в системе образования. Оказывается, там сейчас простые учителя получают $600, а преподаватели высших учебных заведений, они получают где-то по $2000. Да, и при этом само обучение качественное, с естественной, да, с академической честностью и прозрачностью. Использование технологий, да. Это надбавки. Да. Да, что есть. Вот что еще, как бы, не слишком ли мы сами вот как-то стали заскорузлыми, да, вот, в представлении, в видении этих реформ, как их проводить? Вот в этом плане вот есть уже какие-то наработки, какие-то такие, пусть даже сырые идеи, пока вот интересно было бы, если вы поделились бы ими. Я не могу сказать за всех, и, наверное, еще про судебную реформу, но, наверное, да, нужно сравнивать все-таки, да. Стартанули-то мы все одинаково в одном году, в 91-м, и где какие прорывы произошли и почему. Вот на встрече с президентом не был поднят только вот один, наверное, вопрос, и то, наверное, не потому, что люди этого не понимают, а потому что не успели просто. Это система образования. У нас же образование превратилось просто в бизнес. У нас столько вузов, да, а кого они выпускают? Абсолютно, да, людей, которые неграмотные они. И сейчас я читаю новости, что к нам теперь с России будут отправлять учителей, которые будут преподавать в школах. Я думаю, тогда надо закрыть все университеты, где выпускают педагогов. Так получается, да? И все. Потому что это превратилось в кормушку. Вузы сейчас, для них цель не дать образование, а получить деньги. Просто все, это бизнес. И пока мы действительно не начнем реформировать систему образования, а там у нас на самом деле очень разные вообще видения, насколько я понимаю, причем этих видений не так много, мало.
И я думаю, что, наверное, вот проблема у нас будет оставаться в том же вот этом человеческом потенциале. Проводить эти реформы, понимать их и вообще приоритизировать. Потому что действительно очень большой круг был высказан. Но, знаете, я бы сказала, что для меня вообще абсолютным в грузинском опыте является просто вот самым важным, то, что мы, наверное, должны сделать, это первое, это реформа правоохранительных органов. Когда они реформировали милицию и дали людям просто безопасность. Вот все. Это безопасная жизнь, безопасность на дорогах, безопасность вообще просто в любом месте. И это обеспечивается именно вот реформой МВД. Мне кажется, это самое первое вообще приоритет, потому что люди у нас нет безопасности. Вы заметили, мы абсолютно небезопасны. Даже вот сейчас то, что случилось в Казахстане, да, это у нас, может быть, и не произошло, у нас это просто, может быть, происходит, мы, может, просто даже иногда и не заметим такие случаи, потому что у нас каждый год, каждый день на дорогах погибают. У нас во время сезонов тонет неимоверное количество людей, да. То есть, вот, понимаете, абсолютно вот такая человеческая Вы про безопасность. Казахстан имели в виду недавнее убийство олимпийского призера, да? Да, Денис. Тен. Но это я вообще говорю просто, но понимаете, вот люди пока не будут себя чувствовать в безопасности, любая безопасность, бизнес себя будет чувствовать безопасным и так далее, вот мне кажется, вот это первый вообще приоритет, почему мы вообще должны к этому двигаться. И только после этого, наверное, когда человек чувствует себя безопасно, он начинает уже думать о государстве, о себе как о гражданине. Безопасность и достоинство свое чувство. Да. Которые наша милиция, наоборот, вообще втаптывает в грязь. Да, потому что вы понимаете, вот ты выйдешь, да, ты никогда не ощущаешь себя вот в безопасности. В любой экологической, хоть какой безопасности ты себя не ощущаешь. Да. И это же бич нашего общества. И когда ты детей отправляешь в школу, ты боишься. Да, ты боишься, что он на дороге, если не на дороге, то какой-то взрослый к нему, да, насилие применит. То есть вот эти вещи, пока мы не решим, мне кажется, вообще как бы, и я согласна, то, что там Клара Соренкова написала, что судебная система, она не делается, быстро она у них идет, ради Бога. То есть она может не являться стартом. Может быть, нам нужно действительно посмотреть, что нужно сначала делать, да? Потому что, насколько я поняла, если мы не можем сделать одну реформу, а мы тут, понимаете, мы нуждаемся в нескольких очень важных реформах, параллельно наше государство просто не сможет, оно не способно это сделать. И общество не способно это сделать тоже. Давайте признаем. Поэтому здесь, наверное, нужно начать вот с этого. Реформа МВД. И потом уже от него двигаться дальше. Хотя, в принципе, некоторые вещи можно делать и параллельно, если они не сильно затратны. По проблематике, да, которую Динара затронула, у нас больше 60%, это показали такие объективные исследования, в стране не обращаются в милицию по преступлениям. Не верят, не хотят, не считают, что милиция может как-то с этим сработать. И случай с Бурулай – трагедия. Она показала, что есть основания у людей не обращаться, потому что можно и проблемы себе. Но мало того, что не помогут, а могут быть еще больше проблем. А у нас есть сообщество, где имамы решают вопросы правопорядка и решают какие-то конфликты между людьми. То есть эта сторона тоже пытается заполнить, да, этот вакуум отсутствия эффективного государства. И то же самое ОПГ. У нас есть сообщество, где детей уже коронуют, в школах коронуют. И это большая трагедия. Мы можем таким образом это не только вопрос прав человека, это вопрос сохранения государственности, светского государства. Поэтому, да, начинать можно и нужно с правоохранительного блока. И у гражданского общества есть очень хорошие, не только у нас, и правозащитное сообщество, все давно уже говорят о реформах и предлагают конкретные, ясные идеи. А проблема была в том, что МВД каждый раз само разрабатывало, само реализовывало, само контролировало себя, и само закрывало эти реформы. Всегда так было. И это главный посыл для главы государства, для
наших ключевых государственных структур, парламента и правительства, надо прекращать отдавать реформу на откуп МВД. Есть международный опыт, есть грузинский, прибалтийский опыт, надо его брать на вооружение и надо жестко отрезать то, что работать не может, менять то, что работать в принципе может, и создавать новую полицию в Кыргызстане, которая будет служить и защищать, да, как в Америке, служить и защищать. Да, и Тимур, можно я скажу? У нас все время МВД реформа идет только от ГАИ. Вот ГАИ. И не только ГАИ, конечно. И все время ГАИ реформирует и реформирует, МВД не трогает. Ну и потом милиция и наружные службы особенно, это же те представители государства, которые ты видишь каждый день. То есть если ты видишь коррумпированного гаишника или неэффективного участкового, или участкового, который ты не знаешь даже, да, он вроде есть, но ты его не видел никогда. Или он меняется каждые 2 месяца, как сейчас есть такая проблема. Ты перестаешь верить не только ему, милиции, в целом государство. Поэтому тут не только наш интерес или наше мы фанатеем от грузинского опыта, это начало. То есть начало восстановления эффективного государства начинается с милиции, с правоохранительного блока и, конечно, судебной системы уже на следующем этапе. Но все это делать, безусловно, нужно. И у государства есть шанс. Пока есть шанс. Ну, спасибо, уважаемые гости. Я думаю, очень интересный разговор получился у нас. Ну, что в завершение хотелось бы сказать. Понятно, да, причина, по которой президент организовал эту встречу, пригласил на нее достаточно большое количество активных граждан Кыргызстана, потому что все понимают, что страна нуждается в изменениях, она нуждается в реформах. И дело, как мы сказали, не только в чиновниках, да, не только в активной части гражданского общества, а главным образом дело в населении. Население должно быть заказчиком реформ. Оно должно быть главным контролером и главным оценщиком. И вот совершенно непонятно, например, когда в начале этого года принимается закон, что отныне за плевки на улицах будут штрафы, да, но закон вступит в действие практически через год, 1 января 1919 года. Да. Вот с такой логикой, к сожалению, мы, конечно, никуда не уедем и никогда в жизни никаких реформ не сделаем. Да. Вот есть понимание, да, что для того, чтобы быть современным, цивилизованным, культурным гражданином, да, плеваться нельзя. Да, этого никому даже доказывать не нужно. Если все понятно, да, понимаешь проблему, да, все согласны, принимай закон, и чтобы он работал завтра же. А вот эта наша страсть к регламентации, да, к каким-то дорожным картам, не знаю, куда нас доведет. Поэтому остается пожелать всему народу Кыргызстана вот просто, я не знаю, вот с какой-то энергетикой, да, нескончаемой зарядиться и вот каждый день жить с ощущением, что мы могли бы жить, да, в 100 раз, да, тысячекратно лучше, чем мы живем вот в данный момент, но причина только в нас.